Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков и о главных событиях дня к этому часу. В Татарстане проверенную вакцину начали делать по-новому. Принципиально вакцина не поменялась. Единственное, лишь поменялся способ введения. Препарат вводится в нос. Куда можно обратиться, чтобы защитить свою иммунную систему от коронавируса, знает Алия Хайрудинова. Новации нового учебного года. Мясо было какое-то резиновое, а сейчас мясо очень вкусное. Какие уроки извлекли из ранее возникающих вопросов, узнал Дмитрий Аренин. Жил, чтобы творить. Он был продолжателем дела Тутая. В Казани открыли памятную доску на доме, в котором жил и творил поэт Роберт Миннулин. С церемонии Рамиль Шайдуллин. Сегодня по всему Татарстану началась интерназальная вакцинация от коронавируса. Тот же спутник ВИ, только распыляется в нос. Это те же два компонента с интервалом в 3 недели. Республика стала одним из 5 регионов страны, которые наряду с иглами будут использовать распылители атомайзеры, где можно теперь в прямом смысле вдохнуть дозу иммунитета и что нельзя делать после интерназальной прививки. С первыми пациентами пообщалась Алия Хайрудинова. Здравствуйте, я пришла сделать назальную прививку. Валентине Брусовой 69 лет, и это ее первая прививка от коронавируса. Откладывала поход в поликлинику, потому что сама переболела ковидом 2 раза. В этот раз решила не тянуть, пришла до начала эпидсезона. Вакцину ей не вкололи, а распылили в нос. Я считаю, что это необходимо прививаться. В прошлом году я не успела, потому что только сделала прививку от гриппа. Мне сказали, через месяц надо прививаться будет от ковида. А получилось так, что я заболела. Поэтому уж в этот раз решила окончательно сделать прививку. К первой поликлинике Казани прикреплены 56 тысяч человек. Каждый день здесь от ковид прививаются 350. Потому что боюсь заражаться и заразить своих детей, семью. У меня папа умер от ковида. У меня уже есть, как говорится, причина. Интерназальная вакцина «Спутник Ви», так же как инъекционная, является двухкомпонентной. Только теперь вместо иглы можно выбрать атомайзер – специальный распылитель вакцины. Главное – выполнить все рекомендации врачей. В течение 2 часов нельзя курить, нельзя чихать, кашлять, употреблять пищу, воду. Самое главное, чтобы вакцина она всосалась в слизистую оболочку, ну и, соответственно, создала защитный барьер. Привиться таким образом можно в поликлинике по месту жительства и в Казанском торговом центре «Южный». В день здесь прививаются по 20 человек. Вот и Анатолий Хуриев от коронавируса прививается во 2-й раз. В этот раз решил выбрать интерназальный способ. Если идет массовое заражение, то, конечно, надо. Тем более работа в образовательных учреждениях мне обязательно надо. Препарат вводится в нос таким же шприцом, но изменилась насадка. Принципиальных отличий в препарате нет, он также эффективен, также изучен. Мы сокращаем время приема пациента, а также дискомфорт после инъекции. О том, что в Татарстане начнут применять назальную вакцину, Роспотребнадзор сообщил в середине августа. Уровень коллективного иммунитета к этому моменту упал до 4%. Сейчас в республике продолжается как вакцинация, так и ревакцинация. Повторные прививки сделали и наши коллеги, корреспондент Рамиль Шайдуллин и сотрудники других отделов. Врачи называют осень самым подходящим временем для вакцинации от коронавируса и от гриппа. Меняется погода, снижается температура, растет количество заболевших, а значит, очень важно подготовить свою иммунную систему. Самое главное, не забудьте паспорт, СНИЛС и полис. Алия Хайрудинова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Количество заболевших ковид за сутки в Татарстане превысило 500. За воскресенье 514 новых случаев. Это максимальный показатель с марта. Госпитализировано 35 человек. Из-за высокой заболеваемости с этого дня посетители медучреждений в Татарстане снова будут измерять температуру на входе. Медперсонал по-прежнему должен носить маски. Это рекомендуется и посетителям. В России темпы заболеваемости замедлились. По словам главного санитарного врача страны Анны Поповой, рост шел в течение 6 недель. И прошедшее показало замедление. При этом глава Роспотребнадзора отметила, дополнительных ограничений пока не требуется, но нужно соблюдать действующие меры безопасности и вакцинироваться. В Татарстане за последние сутки привились первым компонентом 4555 человек, ревакцинировались 2634.
Беречь себя и одеваться потеплее нам придется всю неделю. Сегодня штормовое предупреждение объявил Гидрометцентр республики. Ожидаются первые заморозки. Этой ночью и завтра утром по Татарстану местами в воздухе и на почве до -1 градуса. В целом в первой половине недели сохранится холодная погода со среднесуточными температурами на 3-4 градуса ниже нормы. Пройдут небольшие дожди, немного потеплеет к концу недели, температура повысится до +15. В Казани сегодня открыли мемориальную доску на доме, где жил и творил Роберт Миннулин. Здесь, на Толстого, народный поэт республики прожил 20 лет. Его поэзия шла прямо из сердца. Так о поэте на церемонии открытия сказал сегодня государственный советник республики Минтимер Шаймиев. Роберт Миннулин – признанный классик татарской литературы, автор более 70 книг, переведенных на многие языки мира, сотен стихотворений, на которых выросло не одно поколение. Он ушел из жизни 2 года назад. Как его вспоминали сегодня и почему все чаще его называют продолжителем традиции Тукая, расскажет Рамиль Шайдуллин. Этому знакомству не было суждено случиться при жизни поэта, но Роберт Миннулин этому был бы очень рад, замечает его дочь. Государственный советник республики, члены семьи поэта и татарская общественность открывают мемориальную доску на доме, где жил Роберт Миннулин. Минтимер Шаймиев зачитывает стих, который посвятил поэту сразу после его ухода. Эдепле, зур йөрәкле, тыйнак, тирән фикерле, шундый шагыйрь Роберт безгә үрнәк түгелме. В татарском мире нет человека, который не знал бы его стихов. Его поэзия отличается лиричностью и поистине народным духом. Он оставил глубокий след в нашей литературе, говорит сегодня Минтимер Шаймиев. Йөрәгеннән чыга торган Роберт аның шигырьләре. Аның дөресен әйткәндә инде безнең андый шагыйрьләребез бар. Һәрберсенең халыкка барып җитәргә үз ысуллары бар. Но Роберт Миннулин аларның иң талантларының берсе дип әйтелә. Он родился в Илишевском районе Башкортостана. Автор более 70 книг на татарском, русском, башкирском языках. Он оставил след не только в литературе, но и в политике. 24 года избирался депутатом Госсовета Республики. Долгое время был заместителем спикера парламента, руководил комитетом по культуре и национальным вопросам и комиссией по идентичности текстов законов. Когда вставали вопросы принципиальные, он часто делал выдающиеся выступления с трибуны парламента республики. И те, кто сомневался, думал, может быть, несколько по-иному о путях развития нашей республики, ее культуры, поддержку писателей, поэтов, музыкантов, Роберт Магалинович находил нужные слова, доходил до сердца каждого, и мы делали так, как он и предлагал. В этом доме Роберт Миннулин жил 20 лет. Жил и все это время творил. Хотя из-под его пера уже вышли сотни стихотворений, сформировавших золотой фонд татарской поэзии и более 70 книг, которые читали во всем мире, он продолжал писать, чтобы жил и родной язык. Обладатель диплома имени Ганса Христиана Андерсона, государственной премии Габдуллы Тукая. На стихах Роберта Миннулина выросло не одно поколение. Во всей ступени, можно сказать, большие ступени карьеры достиг, но остался простым. На его стихи написаны десятки песен. Композиция «Молитвы моей мамы» – самая известная татарская песня о матери. Исполняет ее Салават Фатхуддинов. Это был человек, который умел думать, творить, как маленький ребенок. Он умел творить, сочинять, как человек, который влюблен до глубины души. Он был патриот татарского народа и очень сильно переживал за родной язык. И вот это сочетание его делает великим. Он был настоящим патриотом, примерным семьянином и всегда оставался современным поэтом. В последние годы Роберт Миннулин публиковал свои стихи, в том числе в соцсетях, на самые актуальные темы, как в свое время Тукай, реагируя на мировые события.
Я думаю, вот из созвездия Тукая. Некоторые вот считают, если созвездие Тукая, это сверстники Тукая. Но это, я думаю, это понятие шире. Он был продолжателем дела Тукая. Поэт ушел из жизни 2 года назад. За это время его имя было присвоено детской библиотеке Татарстана. В прошлом году в республике был организован литературный конкурс имени Роберта Миннулина. В июле этого года на могиле поэта установили камень, а сегодня доска на его доме, у которой уже с утра десятки букетов от благодарных читателей. Рамиль Шайдуллин, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. К другим новостям. 5-летняя Азалия, которую в Кукмаре покусала собака, ждет встречи с психологом. Сегодня мы связались с ее мамой. Она рассказала, сейчас девочка дома под присмотром родителей. Напомним, после происшествия девочку доставили в Кукмарскую ЦРБ, где наложили 3 шва, оттуда в ДРКБ. Через несколько дней девочку выписали и отправили домой. Собаку, которая за один день покусала не только Азалию, но и еще 2 мальчиков, отловили местные жители и доставили в районную ветлабораторию. Выяснилось, у животного бешенство. Указом президента республики на площади в километр от места нападения объявлен карантин на 60 дней. В случае обнаружения новых случаев заражения его могут продлить. В казанских школах в этом году рекордное количество детей. За парты сели 165 тысяч учеников. Среднее число детей в классах от 30 до 40. В некоторых школах впервые число первых классов достигло 15. Там есть классы, названные буквой «С». О нововведениях учебного года сегодня говорили на совещании в столичной мэрии. Изменится ли плата за школьное питание? О чем расскажут разговоры о важном и где строят новые школы, узнал Дмитрий Аринин. Это и возможность почитать, отдохнуть, новые диваны, новые столики. Так после ремонта преобразился пищеблок 75-й Казанской гимназии. Теперь здесь вместо столовой школьный ресторан. У нас полный штат. Согласно штату 7 единиц, не все у нас заполнены. Оборудование у нас поставлено 2 пароконвектомата новых. У нас полностью заменены плиты, шкафы. Перемены уже увидели, а главное почувствовали на вкус сами школьники. Приятнее стало, прям хочется даже заходить и прям вкусно здесь кушать. Яркий декор, еда очень лучше стала. Она стала более теплой, чем тогда, и вкусной. Иногда нам давали макароны с шашлыком, и мясо было какое-то резиновое. А сейчас мясо очень вкусное. В этом году в Казани на модернизацию школьных столовых республика и город направили около 400 миллионов рублей. Отремонтировали 30 пищеблоков, начали работать 144 школьных ресторана. Плату за школьное питание в новом учебном году повышать не будут. Для младших классов, как и ранее, будет бесплатное горячее питание. И теперь на выбор 2 варианта завтрака. Мониторинги и опросы, которые проводили наши специалисты, показали, что не все дети готовы с утра кушать горячий мясной завтрак. Поэтому было решено разработать и предложить, подчеркиваю, на выбор 2-й вариант комплекса, в котором будет больше крупяных и молочных блюд. Как отмечают, в целом новый учебный год в Казани начался в штатном режиме. Везде на входе действует термометрия. Как и во всей стране, впервые прошел еженедельный разговор о важном. Что касается классных часов, еженедельных классных часов, они определяются воспитательным планом каждого образовательного учреждения. И согласно возрастным особенностям, согласно тем параллелям классам, в которых они будут преподаваться. В этом году в Казани за парты сели 165 тысяч школьников. Это на 5 тысяч больше, чем год назад. Впервые в некоторых школах насчитывается уже 15 первых классов. То есть дети учатся даже в первом «С». Например, как в лицеях 185 в ЖК «Весна» и 188 в Салават-Купыре. Такой бэби-бум ставит более острый вопрос строительства новых школ. Они нужны в Салмачах, в Солнечном городе, Салават-Купыре, Вишневке и Привольном. Мы строим 2 большие школы на Сибгата Хакима и на Руиса Гореева. Но этого точно не хватает. С этим вопросом мы стучимся во все двери, во все министерства, в кабинеты министерств, ведомств, доносим наши ожидания наших горожан. Вопрос решения действительно очень бюджетоемкий. Одна школа порядка 1,5 миллиарда рублей. И как бы нам ни хотелось, это 30 школ, которые остро нуждаются в наш город, одним днем не появятся. Приведем лишь один пример.
При проектной мощности 1224 места в 186-м лицее учатся вдвое больше детей. Частично проблему решают распределением учеников в отдаленные школы. Сейчас количество школьных автобусных маршрутов достигло 43. По прогнозам, через 3 года число казанских школьников достигнет уже 200 тысяч. Дмитрий Айринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. 600 миллионов рублей потратят в Набережных Челнах на безопасность школ и детских садов. В течение 3 лет на эти деньги реализуют городскую программу безопасности. Сегодня на аппаратном совещании мэр Наиль Магдеев потребовал строго соблюдать пропускной режим в образовательных учреждениях и попросил родителей отнестись с пониманием. В безопасность школ в Автограде уже вложили по 200 миллионов в этом и в прошлом году. Таких финансовых ресурсов ни один муниципалитет на установку видеокамер, ограждение школ на электронные замки не выделяет. Школа – это не проходной двор. Мало ли кому чего хочется зайти, посмотреть. За пределами школы надо смотреть. Мы не знаем, кто заходит, с какими мыслями заходит. Проводили ребенка, передали и до свидания. В эту субботу в республике стартуют осенние ярмарки. Они будут идти до Нового года. В Казани торговля откроется на 15 площадках. Это традиционные места продаж во всех районах столицы и агропромышленный парк. В дни ярмарки аграрии 22 районов привезут сельхозпродукцию. Также свои товары представят Татпотребсоюз, комбинат «Майский» и птицефабрики республики. Купить можно будет овощи, мясную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства, сено, солому, дрова и зерно. Картофель будет стоить порядка 18 рублей. Мы цены утвердили, порядка 15-20% цены будут дешевле, чем в наших магазинах, в нашей стандартной торговле. Почти 70% россиян не понимают содержание квитанций ЖКХ. Откуда берутся суммы в платежках? Итоги исследования сегодня проанализировала интернет-газета «Реальное время». Подготовка к дополнительным выборам в Госсовет Республики вышла на финишную прямую. Типография закончила печать бюллетеней для голосования. Сегодня они были приняты Центр избиркомом. Подготовлено 123 700 бланков. Фамилии кандидатов в алфавитном порядке. Каждый бюллетень с высокой степенью защиты. Текст составлен на 2 государственных языках – русском и татарском. Сегодня экземпляры отправят в территориальные избиркомы. 9 сентября бланки распределят по участковым избирательным комиссиям. Отправка будет в сопровождении полиции. Я надеюсь, все меры приняты, и здесь, и в дальнейшем они дойдут до своего избирателя каждый бюллетень. И сегодня забракованные листки, там, где испортились бумага, шрифт или подтекла краска, в присутствии членов ЦИК утилизировали. Напомним, дополнительные выборы в Госсовет состоятся в единый день голосования уже в это воскресенье, 11 сентября. Татарстанцы выберут депутатов по Ибрагимовскому и Пионерскому одномандатным округам. Принять участие в голосовании смогут свыше 120 тысяч татарстанцев. Это 4% от общего числа избирателей. Кроме того, в единый день голосования пройдут доп. Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Для участия зарегистрировано 670 кандидатов. Мы можем сказать, что Татарстан к выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан готов. На сегодняшний день работают все участковые избирательные комиссии. Плюс к этому мы, безусловно, принимаем все необходимые профилактические меры по защите от ковида. Мы доставили на территориальные избирательные комиссии уже в дальнейшем на участковые и маски, и дезинфицирующие средства, будет применяться термометрия. Сегодня в Казани подвели итоги форума сообщества. Он проходил 24 и 25 августа под эгидой Общественной палаты страны. В нем приняли участие представители некоммерческих организаций, авторы социальных проектов, представители волонтерских и молодежных движений из 81 региона России. Всего 2500 человек. Вместе они выработали 130 предложений по улучшению социальной, экономической и образовательной сфер. Лучшие из них внесли в резолюцию форума. Напомним, Общественная палата России проводит форум сообщества с 2015 года. Одна из главных целей – создание площадки для эффективного диалога между обществом, бизнесом и властью. Это был самый масштабный форум со времен его проведения. Все приехавшие гости, эксперты, представители государственных органов, они, конечно, говорили о том, что очень интересует опыт Татарстана в плане выстраивания межнационального, межконфессионального согласия, опыт наших организаций.
Отметил 10-летний юбилей, хотя самому коллективу уже больше полувека, эта дата для них знаменательна. 10 лет назад районный ансамбль получил статус государственного. Таких в республике всего 4. Агидель знают в России, а также за рубежом, в Турции, Казахстане, Туркменистане. Поздравить творческий коллектив приехал вице-премьер республики Василь Шейхразиев. Какую песню он спел в подарок ансамблю, расскажет Гульнара Миниханова. Ансамбль «Агидель» – один из 4 коллективов в республике, имеющих статус государственный. Их выступления с аншлагом проходят не только в родном Актаныше, но и далеко за его пределами. За 56-летнюю историю на гастрольной карте появились такие города, как Москва, Тюмень, Тула, Самара, Екатеринбург, Сочи, Краснодар, Махачкала и другие. Выступали в Турции, Казахстане, Туркменистане. В этой песне воспевают мощь и величие Волги. Каждая композиция – это история любви к родине и к природе Татарстана. Это у нас национальное украшение – чулпы. Звенящие украшения для волос, платья с татарской вышивкой – во всем отражается национальная культура. Для Диляры Гусмановой за 10 лет работы ансамбль стал вторым домом. В этом коллективе я выросла. Действительно, именно физически я выросла здесь. И это действительно гордость для меня, что этот коллектив дает рост именно с профессиональной точки зрения. Вот, это моя гордость. 10 лет назад ансамбль получил статус государственного, однако артисты выступают не одно десятилетие. Впервые вышли на сцену как сформировавшийся творческий коллектив в 1966 году. В архивах еще сохранились фотографии с первых выступлений. С ними вместе начинали и известные артисты татарской эстрады. Я родом из деревни Зубаир Актанышского района. Мой творческий путь начался именно на этой сцене вместе с ансамблем «Агидель». Я желаю долгих лет жизни этому ансамблю, его руководителям и зрителям. В коллективе 30 талантливых танцоров и певцов. Это довольно молодая группа, самому старшему 47, молодому 19. Я горжусь своим ансамблем, что у меня в ансамбле есть чувство, любовь к своему народу, родному народу, к своей родине, к Татарстану. Вот это моя самая большая гордость и радость. От имени руководства республики ансамбль поздравил Василь Шейхразиев. Я приехал на родину нашего первого президента. Здесь же родилась наша любимая певица Альфия Авзалова. Здесь живут и работают талантливые люди. Думаю, каждый гордится, что он из Актаныша. И ансамблю «Юбиляру» вице-премьер преподнес музыкальный подарок. Он спел песню «Сагону» из репертуара Альфии Авзаловой. В этом году с юбилейной программой отправятся на гастроли в Казахстан и в города России – Архангельск, Ижевск, Уфа. Концертный тур пройдет и в районах республики. Завершающим выступлением этого года станет концерт в Казанской филармонии. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Актаныш. Сегодня в Казань вернулись игроки команды по флорболу «Ирбис». Накануне наши спортсмены завоевали серебро Кубка России. На ЖД вокзале их ждал теплый прием. Напомним, финал первенства страны проходил в Московской области. Соперником «Ирбиса» стал Нижегородец. Основное время закончил со счетом 5-5. В овертайме удача была на стороне нижегородцев. Команда «Ирбис», созданная лишь в прошлом году, быстро взошла на флорбольный «Олимп». В борьбе за кубок казанцы уверенно прошли групповой этап, одержав 2 победы в 2 матчах. А в полуфинале одолели команду «Солнечные орлы» из Ульяновска. Кубок России для нас был первым турниром после первой лиги. Наверное, даже, так сказать, предсезонным турниром, где мы готовились к высшей лиге. Дошли до финала, боролись с одним из лидеров высшей лиги, с нижегородцем. Проиграли в овертайме, только повезло чуть меньше, но получили прекрасные эмоции. На финальную игру все парни вышли заряжены, то есть не было какого-то там мандража. Все парни бились до последней секунды. Ну, в овертайме не хватило немножко, наверное, опыта. Для Республики Татарстан именно флорбола, да, я думаю, это большой шаг вперед. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. В завершении программы вкусные кадры с фестиваля «Свияжская уха». Он прошел на острове Граде в выходные. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Красная девушка, к речке я ходила. Красная девушка, к речке я ходила. К речке я, к речке я, к речке я
ходила я, к речке я, к речке я, к речке я ходила я. Красная девушка рыбку я ловила, красная девушка рыбку я ловила. Рыбу я, рыбу я, рыбу я ловила я, рыбу я, рыбу я, рыбу я ловила я. Здравствуйте, в студии Илья Андреев, и сейчас коротко о погоде. На Татарстан начинает оказывать влияние циклон. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево небо затянет облаками и пройдут дожди. Температура понизится. Ночью около 6 градусов тепла, а днем максимум 13 градусов. Ожидаются дожди в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Ветер усилится, а температура понизится. Днем всего 12 градусов выше 0. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше также прогнозируются дожди и усиление ветра. Днем максимальная температура составит 14 градусов со знаком плюс. Жителям Арска, Кукмара, Балтаси можно ожидать дожди. Здесь обещают прохладную погоду, днем до 12 градусов тепла. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске переменная облачность, дождливо. Ночью около 6 градусов, днем до 13 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше пройдут дожди разной интенсивности, ветрено. Температура ниже нормы. Ночью 7 градусов, днем до 14 градусов тепла. В ближайшие дни станет еще прохладнее, дожди не отступят. На почве местами возможны слабые заморозки. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 14 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, основатель медцентра «Доктор Ост». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав и отказаться от протеза даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в «Доктор Ост», убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. В Казани облачная погода. Ожидаются дожди, местами сильные. Ночью температура понизится до 8 градусов тепла. Днем по прогнозу не выше 14 градусов со знаком плюс. Ветер западный, умеренный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, 752 мм ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Магнитное поле Земли спокойное. Резкое изменение погодных условий может негативно сказаться на самочувствии. Желаю вам здоровья, солнечного настроения при любой погоде. Всего вам доброго и до новых встреч!